Лезгины. В этом слове древняя мудрость, глубокие корни, культурное богатство, искрометный ритм, завораживающие мелодии, чарующие краски. Каждая буква этого слова становится яркой нитью, соединяющей воедино всех, кто связан с этой уникальной народностью. Пестрый клубок, разноцветная пряжа уползает в узоры судьбы на ткацком станке с сотнями натянутых нитей. Перестук различных деталей, ритмичный звук. Все начинает двигаться в неведомом танце в предвкушении красоты. Внимательный взгляд позволяет разглядеть глубину и значимость каждого узла. Каждый узелок, словно человек, становится частью удивительного ковра жизни, частью нечто великого, сплетаясь в единой симфонии орнамента и цвета. В причудливом узоре замысловатый путь человека. Его история, повороты, события — все переплетается вместе. Каждая нить ведет нас к таинственным лабиринтам судьбы. День и ночь, добро и зло, потери и обретения, победы и поражения, падения и взлеты. Это и есть жизнь.
Assalomu alaykum, hurmatli vatan ehliyar. Kun aturay, raga turay. Chi mejlis tal shad velin. Kun hamisha saga kuray. Лишан я чесать велин. Добрый вечер, дорогие земляки! Салам алейкум! Чан Жуванпур, ну как вам эти скрометные зажигательные ритмы? Я думаю, что им очень понравились. Наш вечер виртуозно открывает московский хореографический ансамбль народного танца «Адат» и детский ансамбль «Амцапс». Еще раз ваши аплодисменты. Многие знают широко известный народный ансамбль «Касумкенские барабанщики», ставший популярным в 60-е годы. Наследников этого искусства не так много, но говорят, что они есть. Кто знает, может, они есть среди этих юных музыкантов? Такое красивое и грандиозное начало не случайно. Сегодня в этом зале мы приветствуем вас на праздничном вечере, посвященном 25-летию со дня образования Федеральной Лезгинской национальной культурной автономии. И сегодняшний вечер для вас проведут журналист, редактор и ведущая телеканала Муз-ТВ Диана Юзбекова. А также писатель, поэт и общественный деятель из Дагестана Владик Батманов. 25 лет – это годы труда, годы свершений и побед. Это 25 уверенных, достойных шагов в будущее. Танивот дисим агол понеревни муродирев. Рикелайте фидай вакир вацанвай бахту и мюрдин сарикая. С праздником вас! Мубарак райкэс! Для приветственного слова на сцену приглашается президент Федеральной Лезгинской национально-культурной автономии Васиф Абдулбекович Гасанов. Добрый вечер. Ичавахирар, ассаламу алейкум. Я думаю, правильнее будет, если сегодняшний вечер откроет наш Аксакал, человек, который стоял у истоков этой организации, человек, который организовал и 24 года возглавлял и продолжает быть в руководстве организации. Я попрошу приветствовать Ариф Пашаевич Керимов. Салам алейкум, уважаемые земляки, уважаемые гости, уважаемые представители братских дагестанских народов всей России. Лет 25 назад, когда я с единомышленниками создали Федеральную Лезгинскую национальную культурную автономию, я даже не мог себе представить, какие задачи перед организацией стоит. С момента создания Федеральной Лезгинской автономии сделал очень много важных шагов. С первого дня мы начали проводить крупные мероприятия. Несколько я назову, здесь много выступать нельзя. Впервые в истории российского государства мы провели Кавказская Албания и лезгинские народы. Благодаря нашему другу, директору Института востоковедения Олегу Колобековичу совместно. Это был первый шаг, потому что вокруг Кавказской Албании было очень много махинаций. Мы пригласили крупных албанистов Германии, Франции, Италии, Кавказа и всей России. Поставили наконец-то точку Кавказской Албании. Признано, что крупным ученым мира, что Кавказская Албания является государством лезгинских народов. Точка. Я всех приветствую. Сейчас им будет представлено слово, они, наверное, скажут. Всем вам огромное спасибо, что сегодня вы с нами в этом зале отмечаете наш юбилей. Это не только наш юбилей, это наш совместный юбилей. Когда мы ФНК создавали, цел был объединить наш народ. Объединить что-то, как-то, что мы были как единый кулак, лезгинский народ. Несмотря час там, за рекой Самура, час в Дагестане. Надо объединиться, надо сила в единстве. В конце хотел бы пару слов по-лезгински, а потом опять родной русский язык. Сагры Лезгихал. Слава России! Спасибо, благодарю за внимание.
мне пока хвастаться особо нечем, поэтому я буду говорить коротко. Вот год уже как возглавил эту организацию, сделано, казалось мне, очень много, но за этот год я уже понял, это какой трудная, изнурительная и колоссальная работа. Вот. Ну, хочется, конечно, сделать гораздо больше и для своего народа, и для своей страны. Ну, как говорится, силы человеческие не бесконечны. Вот. Но желание есть, любовь к народу, любовь к родине заставляет это делать, не можешь останавливаться. Конечно, мы, общественники, что хотим? Мы хотим, так скажем, вот, в прекрасном разнообразии культур, языков, народов, чтобы наш народ занимал свое достойное место, чтобы представители нашего народа любили свой народ, уважали другие народы, чтобы честно служили своей родине. Ну, я думаю, за 24 года Ариф Пашаевич с этим очень хорошо, просто отлично справлялся. Я, конечно, постараюсь не ударить грязь лицом. Буду стараться еще улучшить организацию, если получится, хотя это очень трудно. Ну, вам я что могу сказать? Приходите, у нас там всего небольшой коллектив, но дружный. Приходите с своими проектами, приходите с своими предложениями. Вместе будем служить нашему народу и нашей стране. Я, конечно, забыл поприветствовать наших гостей и из администрации президента, из Федерального агентства по делам национальностей, из Дагестана приехали гости, и министры, и депутаты, и наши самые близкие руководители других национальных организаций. Поэтому спасибо вам за то, что сегодня посетили наш праздник, поддерживайте нас в данном случае в хорошем, радостном, так скажем, мероприятии. Теперь пару слов, я прошу прощения, на родном. Для меня лезгинский родной. Не знаю, через 25 лет, может, тоже скажу родной русский язык. Играем с Тхаяр Вахар. Кани суарар има чи суарар туш, фаланкат суарар туш им чевир халди суарар, я. Хакила за көз вирдаз лик из сит, когда кани суарам бараксва. Көз чади сагвал лик из шадвал. Көз хамиша зун лезгила лак или винекуну кайдавал чу хамиша. Чу хамиша миллионис илак лухни зун лезгила зуда ila kulchi коза баляр хурачас. Аллах кумяку кезвида суран бараклас. С праздником всех! Уважаемые коллеги, дорогие друзья, теплая атмосфера. Сегодня рад приветствовать вас. Для меня приятно сегодня обратиться к вам. Уважаемый Станислав Анатольевич, Александрович, уважаемый высокий вечер, уважаемые друзья, уважаемые гости, приглашенные. В первую очередь хочу поприветствовать всего депутатского корпуса народной. Добрый вечер, дорогие друзья. Позвольте от имени правительства Москвы и от себя лично поприветствовать всех и поздравить с 25-летним юбилеем. Лезгинский народ. Вы не представляете, насколько вы похожи на нас своим духом, на нас, на курдов, своим духом, духом свободы. Лезгияр, Сидияр, Дустар, Нянин Херар. Грузинского народа хочу поздравить с 25-летием Федеральной лезгинской национально-культурной автономии в России у вас. Приветствую всех от имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев в России и от имени директора Дома России Присутствует на этом грандиозном торжестве по случаю 25-летия Федеральной лезгинской национально-культурной автономии. Диана, скажи, пожалуйста, а что для тебя родина Лезги-Ватан? Для меня Родина – это место, где хорошо и спокойно, где слышна родная речь,
где много тех, кого можно назвать Жувамбур, реки Чими и Санар, где есть Хирафух, Пенасу, Без, Сереж, Чевекар. остановись, пожалуйста, а то нашим артистам и добавить будет нечего. Нет, Владик, нашей артистке уж точно будет что добавить, а вернее спеть. Друзья, на сцене певица, актриса, солистка ансамбля «Сувар», обладательница невероятно бархатного голоса Джавахир Абдулова с песней «Лезгияр». Приветствуем! Assalamu alaikum canzi Juvambur, Dünyadin harpten arsa patambur. Assalamu alaikum canzi Juvambur, Dünyadin harpten arsa patambur. Hikye koler kat hikye khizanar, vatan dixti gel yaz kanvani yalar. Hikye koler kar hikye khizanar, vatan dixti gel yaz kanvani yalar. Hikye küregin hal san zavani, köz halk dinadetar masan zamani. Hikye küregin hal san zavani, köz halk dinadetar masan zamani. Lak kürü madni hak kakan zamani, lezgi cal didekiz közkan zamani. Lak kürü madni hak kakan zamani, lezgi cal didekiz közkan zamani. Lezgi cal didekiz közkan zamani. Yar Dideccal liskidin qilin rizqiya. Assalamu alaikum canzilizgi yar Dideccal liskidin qilin rizqiya. Vakta çita hayda gel dünya dilay, fenaçini şumutsa el dünya dilay. Vakta çita hayda gel dünya dilay, fenaçini şumutsa el dünya dilay. Hikye küregin hal san zavani, köz halk dinadetar masan zamani. Hikye küregin hal san zavani, köz halk dinadetar masan zamani. Lak kürük madni hak kakan zamani, lezgi cal didekiz közkan zamani. Lak kürük madni hak kakan zamani, lezgi cal didekiz közkan zamani. Lezgi cal didekiz közkan zamani. Hikye küregin hal san zavani, köz halk dinadetar masan zamani. Hikye küregin hal san zavani, köz halk dinadetar masan zamani. Hunar dünyada tortan yelizki
çalvatan yelizgi yar Tehunar dünyadan tortan yelizgi yar Lezgi diz dide çalvatan yelizgi yar Lezgi diz dide çalvatan yelizgi yar Lezgi diz dide çalvatan yelizgi yar Джавахир Абдулова. Браво! Праздник в честь 25-летия ФЛНК собрал сегодня огромное количество гостей, представителей органов власти, аксакалов, коллег, верных друзей. Сегодня в этом зале люди, которые внесли большой вклад в становление и деятельность ФЛНК. Мы не можем не назвать тех, кто в разные годы составлял стержень ФЛНК. Шихмагомед Мурсалов, Ирина Луткунская, Наталья Сафронова, Амиль Саркаров, Райсама Саркарова, Татьяна Чубрикова, Муслим Ягибеков, Вагид Сейдалиев, Казимир Джамалов, Руслан Курбанов, Альбина Курбанова. Абидат Аюбова, Ильяс Букаров, Мурат Шихахмедов, Селим Аллахкулиев, Гусейн Шахпазов, Асет Ибил Касумов, Магомед Алиев, Зайнюдин Абилов, Назим Катибов, Абдулвагаб Шамсудинов, Самур Саидов и многие другие. Но ФЛНК — это не только коллектив, но еще и большой круг единомышленников, членов Совета и актива организации, в который за эти четверть века входило множество наших видных земляков. Среди них Сабир Мамедов, Тагир Эминов, Джамалдин Пашаев, Абдусалам Гусейнов, Энвер Кисриев, Аликпер Аликперов, Вагиф Керимов, Муса Мусаев, Асали Асалиев, Фарад Букаров, Мухаммед Ариф Садыки, Мамед Абасов, Салман Бабаев, Джарулах Ахадулаев, Альберт Шамсудинов, Рамазан Мамедов, Фазил Гаджиев. Замир Закарияев, Милрат Фатуллаев, Хаджи Рамазан Магомедов, Мадрудин Магомедаминов, Руслан Гиреев, Физудин Нагиев, Сеймур Кадыров, Кадыр Караханов, Магомед Ибрагимов, Магомедали Муслимов, Жалаудин Абдуразаков, Чигали Алимов, Руслан Мехтиханов, Физули Аруджев, Физулах Насрулаев, Руслан Абдулаев, Равид Азизов. Каждый из названных и оставшихся неупомянутыми нами земляков, тех, кто разделяет идеалы и ценности ФЛНК, это бесценный узелок на ковре жизни нашего народа. Давайте все вместе еще раз поприветствуем их. Кстати, Владик, скажи, ты знаешь, в каком году была основана Федеральная лезгинская национально-культурная автономия? Получается 1999 год. Азурник удивичный хутканец экидлаис. Все правильно, с литературой у тебя прекрасно, с математикой тоже неплохо. Чего добилась лезгинская автономия за эти 25 лет? Как организация живет, создает историю и будущее своего народа? Об этом в небольшом ролике. Внимание на экран. Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, ФЛНК, крупнейшая лезгинская общественная организация, появление которой открыло новую страницу в истории народа. Цели и предмет своей работы ФЛНК формирует предельно четко. Решение вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры лезгинского народа. Для решения поставленных задач ФЛНК с момента своего учреждения в 1999 году активно взаимодействует с государственными ведомствами и другими общественными объединениями России. Как партнер государства в реализации национальной политики, ФЛНК активно претворяет в жизнь проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление общероссийской гражданской идентичности, патриотическое воспитание молодежи. Понимая важнейшую роль информации в современном обществе, ФЛНК в год своего создания учреждает печатный орган, ежемесячную газету «Лезгинские известия». С 2009 года информационная работа переходит на официальный сайт flnk.ru. С 2000-х годов ФЛНК выносит обсуждение проблем и чаяний лезгинского народа на важнейшие общероссийские площадки. В стенах Государственной Думы проходит инициированный и проработанный ФЛНК круглый стол «Национально-культурные особенности развития народов Южного Дагестана». В Общественной палате России ФЛНК организует слушания на тему «Разделенные народы России. Правовой статус и трансграничное сотрудничество».
В московском президент-отеле проходит конференция «Проблемы лезгинского и аварского народов, разделенных госграницей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, и пути их решения». В стенах Академии государственной службы при президенте России ФЛНК проводит первый в своем роде международный симпозиум «Кавказская Албания и лезгинские народы. Историко-культурное наследие и современность». Одним из итогов конференции станет издание при поддержке ФЛНК под грифом Института востоковедения РАН сборника статей «Албания Кавказика», первого в современной России специализированного академического труда по Кавказской Албании. Под эгидой ЮНЕСКО в московском президент-отеле ФЛНК организует международную научную конференцию «Дербент. Перекресток цивилизаций», приуроченную к юбилею древнейшего города России. Популяризация малоизученных страниц прошлого лезгинского народа и их рассмотрение в контексте общего исторического пути с Россией становится смысловым стержнем международной научной конференции «Россия и Восточный Кавказ. Единство исторической судьбы». Конференция охватывает широкий круг вопросов. От общего обзора развития Восточного Кавказа в XVIII-XIX веках до национально-освободительного движения Хаджи Давуда Мюшкюрского и его влияния на историческую судьбу народов. Важным вехом в истории Южного Дагестана и выдающимся личностям посвящены документальные фильмы ФЛНК, в том числе цикл «Села. Герои страны гор». Одно из важнейших направлений деятельности ФЛНК – работа с молодежью в поле патриотического воспитания, профилактики всех форм экстремизма и радикализма, популяризации родного языка, истории, традиционных ценностей. Среди ярких проектов данного направления совместная с Министерством регионального развития конференция «Роль общественных институтов в нормализации межнациональных и межконфессиональных отношений, патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», прошедшая в стенах областной думы Тюменской области. Серия молодежных форумов «Дагестан против терроризма и экстремизма». Ежегодный межрегиональный историко-патриотический форум «Наследие предков», проходящий в Дербенте, и многие другие. Уникальной площадкой для продвижения актуальных вопросов лезгинского народа становится созданный в 2012 году Совет по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, в состав которого вошел президент ФЛНК Ариф Керимов. Среди острых проблем, которые были подняты и решены благодаря работе в рамках Совета, вопросы помощи вынужденным переселенцам из сел Храхуба и Урьянуба и остановка проекта по добыче подземных вод в дельте Самура. По каждой из этих проблем ФЛНК были развернуты масштабные информационные и общественные кампании. 20 июля 2017 года в ходе заседания Совета при президенте России по межнациональным отношениям Ариф Керимов публично обращается к Владимиру Путину с просьбой помочь в решении храхубинского и самурского вопросов. Сразу же следует специальное поручение Владимира Путина по анализу гидрогеологической ситуации в дельте Самура. Вопрос водоснабжения решен, экологическая катастрофа предотвращена. Сегодня экосистема дельты Самура имеет статус национального парка. Вопросу вынужденных переселенцев также дается финальный импульс. Решение многолетней проблемы обретает четкие очертания. В итоге летом 2018 года храхубинцы и урьянубинцы наконец начинают получать долгожданную помощь в виде жилищных сертификатов. Одним из знаковых мероприятий ФЛНК, без которого трудно представить культурную палитру Москвы, становится народный лезгинский праздник Еран-Сувар. Новый размах эта традиция получит в 2005 году, когда Еран-Сувар пройдет на главной культурной площадке страны, в стенах Государственного Кремлевского дворца, собрав почти 6 тысяч участников. ФЛНК – первая в России национально-культурная автономия, сделавшая одним из ключевых направлений деятельности международное. Необходимость этой работы диктует разделенность как главная и наиболее острая проблема лезгинского народа. Благодаря активности организации лезгинская повестка
прочно закрепляется в повестке работы крупнейших международных структур, занимающихся проблемами национальных меньшинств и коренных народов. В апреле 2013 года президент ФЛНК Ариф Керимов выступает в Женеве на 50-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам. Это было первое публичное выступление представителя лезгинской национальной общественности с международной трибуны. В 2019 году, после 4 лет усилий и упорной работы, ФЛНК получает специальный консультативный статус при экономическом и социальном совете ООН, что является высшим уровнем международного признания для общественной организации. В апреле 2023 года наступает новая эпоха в жизни лезгинской автономии. На 6-м съезде президентом ФЛНК избирается Васиф Гасанов, ранее возглавлявший Ярославскую региональную лезгинскую организацию. Ариф Керимов занимает пост председателя Совета ФЛНК. Новые идеи и свежее видение актуальных проблем в сочетании с многолетним опытом и знаниями являются залогом успешной и продуктивной работы. Среди реализованных за прошедший год мероприятий – конкурсы публицистических работ на лезгинском языке среди студентов вузов Дагестана, просветительские и благотворительные акции, международная научная конференция «Исламское историко-культурное наследие Дербента», изучение, сохранение и популяризация, приуроченная к 1380-летию ислама в России, научно-практическая конференция «Восточный Кавказ в международных отношениях в конце XVIII – начале XIX веков», приуроченная к 210-летию заключения Гюлистанского мирного договора, День лезгинской поэзии и юбилейный вечер Седагет Керимовой. Учреждена стипендия имени выдающегося языковеда Ражидина Гайдарова. Изданный поэтический сборник «В пути к звездам» и книга Гилала Аскерова «На гребне эпохи», посвященная лезгинскому поэту, государственному и общественному деятелю Нуриддину Шерифову. И это далеко не все. Ключевым партнером ФЛНК на протяжении последнего десятилетия выступает Федеральное агентство по делам национальностей. ФЛНК не собирается останавливаться на достигнутом. Она продолжает поступательное развитие, неуклонно следуя своей миссии и инициируя все новые проекты в культурно-языковом, научно-просветительском, молодежном, информационном и многих других направлениях. Федеральная лезгинская национально-культурная автономия, ее деятельность и вклад в самосознание лезгинского народа уже стали неотъемлемой частью народной истории. С юбилеем вас, дорогие соотечественники! А сейчас под ваши аплодисменты мы хотим снова пригласить на эту сцену президента ФЛНК Васифа Гасанова. Дорогие друзья, мы, Федеральная лезгинская национальная культурная автономия, как крупнейшая лезгинская общественная организация, приняли такое решение, чтобы провоцировать наших земляков, наших соотечественников работать во благо своего народа, учредить 2 приза. Лезгинская звезда, о ней чуть позже расскажут, но особо отличившимся нашим землякам в год одному человеку будем вручать медаль. Он называется «Лезги халки дамах». Поэтому в этом году мы в порядке исключения из-за того, что это первая премия и достойных людей не один, а несколько, решили вручить 2 людям. Поэтому номер 1, наверное, это вы все поняли, 25 лет организации, основатель организации Ариф Пашаевич Керимов. Ариф Пашаевич, на сцену, пожалуйста. За особые заслуги перед лезгинским народом медалью «Лезги халки дамах», гордость лезгинского народа,
награждается Ариф Пашаевич Керимов, председатель Совета Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, учредитель некоммерческого фонда «Национальное возрождение». Ваши аплодисменты! Ну, медаль из себя представляет сверху флаг организации, снизу написано «Лезги Халдин Дамах» и герб ФЛНК. Ариф Пашаевич, пиджак дорогой, скажите. Огромное спасибо, Василий, члены ФЛНК. Я не ожидал, честно говоря. Сейчас Василий мне нужно говорить, что это особые заслуги перед лезгинским народом. Спасибо, благодарю, огромное спасибо. За особые заслуги перед... Ну, конечно, мы не можем не вручить медаль нашей всеми любимой, самый заслуженный, самый лучший Садагет Керимовой. Садагет Керимбеков, прошу вас на сцену. За особые заслуги перед лезгинским народом медалью «Лезги Халкин Дамах», гордость лезгинского народа, награждается Садагет Каимбековна Керимова, главный редактор лезгинской газеты «Самур» города Баку, поэтесса, писатель, публицист, общественный деятель, заслуженный работник культуры Азербайджанской Республики. Поаплодируем! Браво! Живая легенда лезгинского народа. Любовь народа. Ассаламу алейкум. Джаззи Жувамбур. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости, наши соотечественники. Я рада, что приглашена на такое красивое торжество. Я хочу поздравить нашего молодого юбиляра. Юбиляр 25-летний – это ФЛНК. И руководителей хочу поздравить Арифа Пашаевича. Хочу поздравить Васифа Абдулбековича за те дела, которые вот нас сегодня радуют. Самое главное, во-первых, я хотела вам передать пламенный азербайджанский привет из солнечного Азербайджана, потому что в этом зале очень много моих соотечественников из города Баку, из разных уголков Азербайджана. Все вам передают огненный азербайджанский привет. Самая главная задача ФЛНК – это строить мосты культуры. По-моему, этой задачей наша организация очень красиво справилась. Я вас поздравляю от души и хочу вам вручить маленький презент тоже от своего имени. Пожалуйста, мой подарок где? Это замечательная книга «Золотое кольцо русских городов». В этих городах живут наши лезгины. Спасибо. Спасибо всем. За особые заслуги перед лезгинским народом мы вам благодарны. Уважаемые гости, перед вами люди, которые достойны признания общества и самых высоких наград. Давайте проводим их аплодисментами, самыми громкими в зрительный зал. Кавказ'ın Neviri Halkari His Lezgi
ири шумбудни савиши сари гамар храс. И да кай Кавказа тай сияха черни гзав кхенва. Гамар хорун дишелери сенях тирулай, дидери рик ала чпин рушарис и сенях чирдай. Садазни сир тушки, кайлизги гамари дюняди мили харусанята лаи хлучка конва. В мире коврового искусства ковер может быть соткан где угодно, но орнаменты имеют свое происхождение и свою историю. Мы с полным правом можем гордиться тем, что наша лезгинская звезда стала одним из самых известных орнаментов в мире! С этого года Федеральной Лезгинской национальной культурной автономией учреждена премия «Лезгигет» – «Лезгинская звезда», награда для самых лучших, самых ярких, самых звездных. И мы с большой радостью хотим познакомить вас с теми, кто удостоен этой награды. Внимание на экран! Ямин Хаджи Магомедов, ученый-богослов, общественный деятель, уроженец села Луткун Ахтынского района Дагестана. Автор смыслового перевода аятов священного Корана на лезгинский язык. Книга Ямин Хаджи Магомедова была выпущена в комплексе имени короля Фахда в Саудовской Аравии, главной типографии по изданию Корана и переводов его смыслов. Лезгинское издание заняло свое достойное место среди переводов на 74 языка мира. Каждый, кто совершает малое паломничество и хадж, может совершенно бесплатно получить эту книгу. Смысловой перевод аятов священного Корана Ямин Хаджи Магомедова получил положительные рецензии Института востоковедения Российской академии наук, Духовного управления мусульман России, Духовного управления мусульман Дагестана. Ямин Хаджи Магомедов регулярно инициирует конкурсы на знание религии среди мусульманской молодежи Дагестана, является автором множества книг, направленных на духовное развитие и воспитание подрастающих поколений. Ямин Хаджи Магомедов, лауреат премии «Лезгинская звезда». Ямин Ахмрахович, к сожалению, сегодня не смог присутствовать, но эта премия обязательно будет ему передана. Ну что ж, а мы продолжаем дальше. Внимание на экран. Благотворительный фонд «Лекки». Благотворительный фонд «Лекки» – объединение неравнодушных людей, которые поставили своей целью реализацию на малой родине образовательных, просветительских, благотворительных, спортивных и других общественных проектов для подрастающего поколения. Фонд «Лекки» стремится сплотить всех, кто разделяет его идеи, таких же патриотов и энтузиастов, готовых направлять свои силы, время и средства на то, чтобы делать мир лучше. Среди знаковых проектов фонда – олимпиады среди школьников по родному языку, информатике, химии и другим предметам, перевод десятков мультфильмов с воспитательным содержанием на лезгинский язык, разработка кодекса поведения молодежи «Жихилдин Намус», ежегодные благотворительные акции по оказанию помощи нуждающимся, раздача продуктовых наборов и так далее, масштабные экологические акции, межрайонные субботники, посадка саженцев и так далее, республиканские и межрайонные спортивные соревнования, а также акции по популяризации здорового образа жизни. Актив фонда убежден, участие в благотворительности не только позволяет помочь ближнему и наполнить радостью его жизнь, но и лучше всего согревает сердце творящего добро. Благотворительный фонд «Лекки». Лауреат премии «Лезгинская звезда». Для вручения награды и денежной премии от Фонда поддержки культуры, науки и образования «Национальное возрождение» на сцену приглашается общественный деятель, член Совета ФЛНК Хусейн Шахбазов. Ежегодной премией общественного признания награждается Гасан Гасанов, генеральный директор фонда «Лекки», за значимый вклад в развитие благотворительности в Южном Дагестане, работу по популяризации лезгинского языка, просветительскую деятельность. Поаплодируем и встретим. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, уважаемые гости.
дорогие организаторы настоящего торжества. Искренне рад представлять свой фонд, наш фонд, который непосредственно очень глубоко, очень непосредственно близко общается с ФЛНК. На протяжении нескольких лет мы реализовали десятки проектов, которые до настоящего времени ФЛНК сам инициировал и проводил. Мы в какой-то мере продолжили ту работу, которую они проводили. На мой взгляд, нету ни одного проекта на общественном поле, который ФЛНК не инициировал сам, не являлся неким триггером. И от всего нашего фонда мы выражаем благодарность непосредственно Ариф Пашаевичу Керимову, Васифу Абдулбековичу и благодарим за наше признание. На самом деле эта премия не только активов фонда, это премия десятков, сотен волонтеров, которые помогают нам проводить эти мероприятия, и будем надеяться, что наша совместная работа продолжится в дальнейшем. Желаем вам успехов, процветания, и будем надеяться, что в дальнейшем будем участвовать совместно в данных проектах. От нашего фонда мы хотели также небольшой презент подарить руководству ФЛНК, если позволите, а также... Приз в студию надо, наверное, сказать. Приз в студию, да. А также поздравительную грамоту. Надеемся, что данная картина, она украсит кабинет ФЛНК. Как говорится, лучше гор могут быть только Кавказские горы, на которых вы еще не бывали. Что касается премии, я, с вашего позволения, данную денежную премию направлю на Олимпиаду по родному языку. Мы вручим лучшим школьникам, а также учителям, которые достигли таких успехов благодаря своим стараниям. Спасибо. 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 Рехцелезги чалаз дустар, ракни пенжер акая, стхаярни лезги вахар хаич алаз чарая, дағлари ва ярғареқе, аваз ва чун аваз ва, иер чичал аваз рике, масач алал рахазва, чи лезги чал мухман хана, атана вай колериз, ширин вилел хейран хана, шад хана черикериз. Вибне заз ханайт ачир, чанзи хаи диде чал, чиних тайза ви эхир, жагин тиир чкадал. Хар шехерда, хар сахире, лезгич алан пакван хурай, а вот они чун яргара, чирике ватан хурай. Браво! Спасибо, Владик, за эти красивые строки. Владу на самом деле нельзя долго давать микрофон, потому что он все время хочет прочитать какой-то стих. Но спасибо ему за это. Еще раз аплодисменты. Дорогие гости, в честь сегодняшнего праздника для вас выступают артисты из Дагестана и Азербайджана. Поприветствуем солистку ансамбля «Сувар», несравненную певицу с сильным академическим и народным вокалом, Эльвину Гейдарову. Встречаем!
Спасибо, Эльвина, за такое прекрасное исполнение. Эльвина Гейдарова, ваши аплодисменты еще раз. Чи тарих, чи двул арчин хамиша хун герекия. Чи холди қар деверді қиял баркалу рухо ярни рушархана. Один из таких героев – это Хаджи Давуд, который является для нас символом чести, высокого эталона духовности, мужества и беззаветного служения своему народу. Специально для юбилея ФЛНК мы подготовили уникальную музыкальную композицию, в которой звучат слова самого Хаджи Давуда Мишкирского. Да, вы не ослышались. В 1997 году выдающийся филолог-арабист Магомед Галиб Садыки опубликовал найденные им на страницах старинных рукописей стихи на арабском языке. Среди них оказалось и одно произведение самого Хаджи Давуда. Садыки перевел стихи на лезгинский, и теперь эти наполненные глубоким смыслом слова нашего великого предка обрели еще и музыкальную форму. Мы приветствуем на этой сцене музыкальный номер на стихотворение Хаджи Давуда Мишкирского, исполнение солистки Мариинского театра, обладатель драматического культурного сопрано, заслуженной артистки Дагестана Алии. Приветствуем, друзья! Премьера новой песни на слова Хаджи Давуда Мишкирского. Еще раз давайте поаплодируем нашей звезде.
Я думаю, сейчас самое время перейти к вручению премии Лезгинской звезды тем, кто своим трудом и отвагой примножает славу нашего великого народа. Тем, кто своими успехами и отношением к делу подают пример высочайшего патриотизма. Внимание на экран. Самур Алиев. Общественный деятель, председатель духовно-просветительского центра имени Хаджи Давуда, уроженец села Хаджа Казмаляр Магарамкентского района Дагестана, активист лезгинской общины города Дербента, инициатор проектов по популяризации родного языка и истории, патриотическому воспитанию молодежи, увековечиванию памяти выдающихся исторических личностей. С 2023 года вместе с членом Союза художников России Меликмамедом Агабалаевым при поддержке Федеральной лезгинской национально-культурной автономии и Министерства культуры Республики Дагестан реализует проект передвижной выставки живописи и графики «Грани времени», посвященный 300-летию признания Хаджи Давуда Мюшкюрского ханом Ширвана. Самур Алиев убежден, что сохранение памяти о Хаджи Давуде Мюшкюрском и других героях прошлого, распространение знаний о них являются обязательной составляющей в воспитании подрастающих поколений нашего народа. Самур Алиев. Лауреат премии «Лезгинская звезда». Для вручения награды и денежной премии на сцену приглашается предприниматель Камран Муршудов. Ежегодной премией общественного признания награждается Алиев Самур Кухмазович, директор автономной некоммерческой организации Духовно-просветительский центр имени Хаджи Давуда за активную работу по популяризации лезгинской истории, укреплению национального самосознания, патриотическому воспитанию молодежи. Давайте поаплодируем. Бисмилlah. Ассаламу алейкум. Я даже не ожидал такой этот сюрприз мне. От всей души поздравляю сперва юбиляров. Я думаю, я не отделяю себя от Филинка. Что центр Хаджи Давуда, что Филинка мы одно. Дай Аллах вам всем здоровья крепкого. Сабир Кухмазович, Сарализге. поздравляем вас с наградой. Проходите, пожалуйста, в зал. А мы хотим представить вам еще одного героя. Этот человек – живая легенда российского востоковедения. Он один из тех, кто вернул нашему народу некогда забытые страницы его древней и славной истории. На экран, внимание. Аликбер Аликберов. Российский историк, востоковед, директор Института востоковедения Российской академии наук, доктор исторических наук, член экспертного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей, уроженец села Кук Хивского района Дагестана. Автор индивидуальных и коллективных монографий, многочисленных научных статей и аналитических материалов на русском, английском, немецком, арабском и других языках. Один из крупнейших исследователей истории Кавказской Албании, древнего государства лезгинских народов. Ответственный редактор и соавтор первого выпуска продолжающегося научного издания «Албания Кавказика», изданного при поддержке Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, первого в России академического труда по истории Кавказской Албании. Выдающийся исследователь древней и средневековой истории Кавказа, благодаря научным изысканиям которого открылись многие доселе неизвестные страницы прошлого народов Южного Дагестана. Аликбер Аликберов. Лауреат премии «Лезгинская звезда». Для вручения денежной премии приглашается общественный деятель, член Совета ФЛНК, кандидат экономических наук Фазиль Гаджиев. Ежегодной премией общественного признания награждается Аликперов Аликпер Калабекович, доктор исторических наук, директор Института востоковедения Российской академии наук, за значимый вклад в изучение лезгинской истории, поддержку просветительских проектов. Поддержим аплодисментами! Аликпер Калабекович.
Вы знаете, сколько было сказано хороших слов, на самом деле, мой адрес, и сказали, что есть первый том, второго нет. Теперь у меня нет никаких шансов не делать второй том, тем более деньги на издание уже есть. Позвольте мне, сегодня на самом деле очень важный день, потому что 25 лет – это веха, это четверть века. И мы всегда говорим, переживаем, и действительно распад Советского Союза, это действительно геополитическая катастрофа и для Лезгин в том числе, потому что народ оказался разделенным. Но благодаря ФЛНК, благодаря тем героям, которые работают, благодаря тем сердцам, которые горят, все-таки мы не разделены. Нас объединяет организация. И пока эта организация будет работать на ниве историко-культурной просвещения, историко-культурного, на ниве патриотизма, на ниве поддержки и сохранения национальной культуры, мы будем вместе. За единство, за патриотизм и поздравляю всех с праздником. Аликбер Колобекович, послезавтра у вас юбилей. Мы вас тоже поздравляем. 60 лет. Долгих вам лет! Да. Здоровья вам. Уважаемые гости, сегодня мы живем в непростое время. Нельзя не сказать о том, что сейчас наши бойцы на передовой выполняют труднейшие задачи. И особенно мы горды за то, что лезгины всегда были патриотами и смело защищали и продолжают защищать свою родину. Наш следующий артист занимает активную позицию и считает своим долгом помогать находящимся в зоне специальной военной операции вещами, предметами быта и, конечно, своим творчеством. На сцене обладатель самого красивого баритона, заслуженный артист Республики Дагестан, солист театра «Градский холл», победитель шоу «Голос» Селим Алахяров! Встречаем! Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые гости! Я рад приветствовать вас на этом замечательном мероприятии, в эту прекрасную дату. От всей души хочу поздравить ФЛНК, пожелать успехов, процветания, чтобы все задуманные проекты успешно реализовались. Дорогие друзья, я сейчас хочу исполнить песню «Работайте, братья», но посвятить ее не только военнослужащим, но и всем тем, кто приносит свой вклад во благо нашей страны, нашего Отечества, во благо всего человечества, даже можно так сказать. Работайте, братья! Работайте, братья! Последний, работайте, братья, в России врагов разрушая проклятие. Герой в нашем сердце остался навеки, промолвив два слова, как 1000 строк. Перед смертью грядущий наш брат завещал, навеки он светлою памятью стал. Сказал, и в сердцах у людей зазвучало: великой России, сынов наших слава! Бой, воистину воля твоя, промил наш час, и цена высока. Да, мы готовы за жизнь погибать, не ведая страха, идем побеждать. Работайте, братья! Работаем, брат! Нас не согнуть, нас не сломать. Пусть души друзей
опечалены вестью. Работайте, братья, работайте с честью, чтоб с чистою совестью гордо прожить, родному народу достойно служить. Он данную клятву свою не предал, бессмертным героем России он стал. Работайте, братья, мы слышим слова, они нам навеки пленили сердца. Бой, воистину воля твоя, пробил наш час, и цена высока. Да, мы готовы за жизнь погибать, не ведая страха, идем побеждать. Работайте, братья, работаем, брат. Нас не согнуть, нас не сломать. Воистину воля твоя, пробил наш час, и цена высока. Да, мы готовы за жизнь погибать, не ведая страха, идем побеждать. Работайте, братья, работаем, брат. Нас не согнуть, нас не сломать. Нас не согнуть, нас не сломать. Нас не согнуть, нас не сломать. Браво! Селим Алахьяров, золотой голос России. Пятилетняя история федеральной лезгинской автономии заслуживает честь, почет и глубочайшую признательность. Сегодня вы сделали больше, чем вчера, завтра вы сделаете больше, чем сегодня. Все потому, что вы чувствуете огромную ответственность за свой народ, а также, следуя зову крови, объединяйте лезгин по всему миру. Сейчас на сцене выступит хореографический ансамбль танца «Кавказа Самур», руководитель Лейла Агаризаева, постановщики танца Данила Голев и народная артистка Республики Дагестан Евгения Мамедова. Танец на песню Митхуна Бабаева и Вид Эвер «Зов крови». Встречаем!
բացրարը կրխիս կալուտը քս միջի եվիզերեխե Կազակի տարյա հայլը ծայլը պանդի վանկը դա վասիվի դևե Да чего же красивы наши танцы, наша музыка, лезги макам. Я думаю, что каждый из нас неимоверно горд за музыкальное наследие, которое до сих пор живет и звучит в сердцах людей. Я, наверное, не знаю такого лезгина, у которого бы от звуков барабана, зурны и кфила не бегали бы мурашки. Эти звуки способны перенести нас в горных вершин, шумящих рек лезгинского быта. Согласна. Мне сразу представляется картина раннего утра. Светлая комната лезгинского дома. Очень свежо, чисто. В центре комнаты ткацкий станок и тысячи натянутых нитей. И вот рука мастера начинает творить целое действо. А я смотрю, точнее слушаю эту музыку ткацкого станка, предвкушая, что же на нем появится. Яна, ты сегодня превзошла всех. Так обычно, поэтично говорю я, но как же хорошо, красиво звучит музыка ткацкого станка. Думаю, это как нельзя лучше описывать наш следующий номер. Мы с огромным удовольствием приветствуем на этой сцене инструментальный ансамбль «Этномед», бенд «Лезгинские наигрыши». Приветствуем! Этнобенд, приветствуем! Инструментальный ансамбль.
Инструментальный ансамбль «Этнобенд». Сейчас на сцене появится артист, творчество которого не оставляет никого равнодушным. Самый непредсказуемый артист нашего концерта — Рейсан Магомедкеримов. Встречаем! Assalomu alaykum Elbrus. Албаны мы от века, хранители земли. Мы роды крылатых лейков, бесстрашные орлы. Мы будем все едины, Цахур Табасаран, Рутулы и Удины, Агулы Лезгистан. Мы будем все едины, Цахур Табасаран, Рутулы и Удины, Агулы Лезгистан. Албанские народы пришла пора поднять, святой пайдах свободы ватан свой отстоять. Сыны Хаджи Давуда, потомки Яраги, пора воскреснуть духом и пусть дрожат враги. Сыны Хаджи Давуда, потомки Яраги, пора воскреснуть духом и пусть дрожат враги. Слава Лезгия! Мы победим все беды, сокрушим обман. Мы возродим из пепла империю Албан. Албанские народы пришла пора поднять, святой пайдах свободы ватан свой отстоять. Сыны Хаджи Давуда, потомки Яраги, пора воскреснуть духом и пусть дрожат враги. Спасибо большое. Рейсан Магомедкеримов, спасибо. Şirin yazaz, samur niyat, sahub pana kher zavazar. Her ökünah kara gizfat, tsiyi yıkaz kher zavazar. Gadfar hele çla damaz, gadatun al vil jadazi. Bağri yurdar akodamaz, şad gühül jadazi. Halk dik ismet, zik ismet ya. Şah dağların kal yazun. El di devlet zi devlet ya. Самур вот стал язон. Ну как? По-моему, прекрасно. Спасибо. Я же говорила, долго лучше ему микрофон не давать. Несмотря на то, что время уже позднее, мы хотим вас уверить, что впереди будет еще больше артистов, еще больше сюрпризов, классных награждений. Но награждений будет не так много. А давайте прямо сейчас, пока Расул Абакаров готовится, мы посмотрим ролик, посвященный Майруддину Бабаханову, народному поэту Дагестана. Внимание на экран. Майруддин Бабаханов. Народный поэт Дагестана, член Союза писателей России, заслуженный учитель Республики Дагестан. Уроженец села Пиперкент
Сулейман-Стальского района Дагестана. Больше 15 лет жизни отдал работе в школе села Архит Хивского района. Автор ряда сборников стихов, а также произведений в прозе. Творческую и исследовательскую деятельность Бабаханов совмещает с муниципальной службой. В течение многих лет он возглавляет отдел культуры администрации Сулейман-Стальского района. Майрудин Бабаханов – популяризатор родного языка, культуры, истории. Созданный и регулярно пополняемый им интернет-портал «Лезги Ким» представляет из себя наиболее полную виртуальную библиотеку по лезгинской тематике. Майрудин Бабаханов известен как выдающийся знаток и исследователь лезгинского языка. Его лезгинско-русский словарь, ставший результатом многолетнего кропотливого труда, признан специалистами лучшим в своем роде. Майрудин Бабаханов, лауреат премии «Лезгинская звезда».
Расул Абакаров! Все, Мне кажется, зрители даже боялись дышать, когда он шел по канату. Ваши аплодисменты еще раз, Расул Абакаров! Скажи, пожалуйста, Владик, ты бы смог так же? Конечно, смог бы, но не буду. У меня в зале просто бах сидит, она рисковать не разрешает. А, понятно, еще костюм новый, просто портить не хочешь, да? Ну Так да, смог бы. недавно купил перед приездом в Москву. Понятно. А мы с вами продолжаем дальше, и сейчас, внимание, на экран. Республиканская еженедельная общественно-политическая газета «Лезги газет». Старейшая и наиболее значимая газета на лезгинском языке, отметившая в 2020 году свой вековой юбилей. Один из флагманов национальной печати Дагестана. Предтечей «Лезги газет» стала издававшаяся с 1920 года газета «Советский Дагестан». А уже в 1928 году, благодаря усилиям выдающегося ученого, журналиста, просветителя Гаджибека Гаджибекова, появляется «Ции Дюнья. Новый мир», первая газета на лезгинском языке. С каждым годом редакция «Лезги газет» утверждается в роли одного из центров лезгинской интеллектуальной жизни в Дагестане, на площадке которого проходят обсуждения по актуальным вопросам, реализуются просветительские и образовательные проекты. Сегодня «Лезги газет» не просто крупнейшее национальное печатное издание Дагестана с тиражом более 6000 экземпляров, но и одно из значимых республиканских электронных СМИ, формирующих информационное пространство региона. Следуя заветам Гаджибека Гаджибекова, профессиональная команда «Лезги газет» во главе с заслуженным журналистом Республики Дагестан Магомедом Ибрагимовым вносит определяющий вклад в дело сохранения и развития родного языка и национальной публицистики. Коллектив редакции «Лезги газет». Лауреат премии «Лезгинская звезда». Для вручения денежной премии приглашается предприниматель, общественный деятель Гаджибек Касумов. Для награждения приглашается Магомед Ибрагимов, главный редактор «Лезги газет», заслуженный журналист Республики Дагестан. Награда за выдающийся вклад в развитие национальной печати и лезгинской публицистики, реализацию образовательных и просветительских проектов, направленных на сохранение и популяризацию родного языка. Просим на сцену. А также предпринимателя Гаджибека Касумова. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Уважаемые участники сегодняшнего значимого масштабного торжества, я попрошу вас всех разрешить мне произнести свою маленькую речь на родном лезгинском языке, так как главному редактору лезгинского издания по-другому нельзя. Играмис хаярзи калемди кахкат нуахтис арарау. Лезги ватан дех девирин сирер хузвай чили яун. Тарих дани лекерин джинс чехи авур кэб хана. Хич садрани аджуз такай, агуз такай кил яун. Яхни намус пирер хиз хун вибинедин деб хана. Hürmetuz hayar vakar. Eğer köz küdi de bari lezgiç alçırnata, küni mecburi küveledriz, kü ayaldriz lezgiç alçırınız. Eğer kök hasaniyet oni şehirde olahana, xörev olahana, gurbahta olahana ayaldriz lezgiç alçırız vaşta kü halk kusantuş. Şaçına veri de siftenu baht is ol velikisigi. Yah namus edeb ahlak velikisigi. Uçizat haldi rüh mehkem jedi. Berekatar toxşedik, ole hürmet xatur jedi. Dağıstan diye xalq din şair xan bişe xamet odik ihtin zararav. Xalq acuz tuş qaçera vayr qada. Qehal xalq deh qehal armat qjeda. Eminan tsar yalav xuna kanata. Lezgi papa çaşar veli xanata. Ammasat aralazni çaz qada. Qe veri lezgi xalq sadizwa ihtin çehi teşkilat. Federalni derecede milli medeniyetni avtonomiya im ara dolgan vaksar dideri xanwa Hacı Davudari şar viliyari abrullah Allah rizikura
Фейзуди Нагиев, Дагестан, Халдин Шаир, Хадахни, Ихтин Царарау. Лезгич Аллах Хакимат Царар. И сейчас зафикирте, какой-то обурваживый Царары. Заиф такой, лекерин чал, неслерин метел. Ütköm zirrek, ellerin çal, çirikerin ser. Çiler, savar gayit ani, çalavay jeş çok. Har hine kün kayit ani, lezgi dal rakhokh. İgramis khayar vakhar, lezgi dal rakhokh. Lezgi çal khokh. Фалинкади юбилейный мубаракра. Заз мумкин ли камильфят качуна федеральный дереже день лезги милими день яхти автомобильный тхузвак Аллах лезкилигна лези газехти вишисан юбилей дизакудна медалева хаму вахкуз гонзо и идара день рехбердев. Васиф сха мубаракра. Спасибо, Саул. А мы продолжаем, и внимание на экран. Сейфуллах Шахмарданов, учитель родного лезгинского языка и литературы Цинитской средней школы имени Абдулвагаба Магомедова Хивского района Дагестана, уроженец села Цинит. После завершения учебы в Дагестанском госуниверситете вернулся в родное село, чтобы работать учителем в школе, которая когда-то дала ему путевку в жизнь. Награжден нагрудным знаком «Отличник образования Республики Дагестан», почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, множеством почетных грамот Министерства образования и науки Дагестана и руководства Хивского района. Победитель 4-го межрегионального конкурса для детей и педагогов «Язык предков», посвященного Международному дню родного языка. Автор школьных методических и учебных пособий по родному языку и литературе. Ученики Сейфуллаха Шахмарданова регулярно побеждают и занимают призовые места на олимпиадах муниципального и республиканского уровня и других конкурсах среди талантливой молодежи. Как отмечают специалисты, подход к преподаванию Сейфуллаха Шахмарданова отличается практической направленностью, оригинальностью, широким использованием наглядных пособий, активным взаимодействием с детьми. Сейфуллах Шахмарданов продолжает обучать и воспитывать все новые поколения односельчан, ведь он точно знает, благородный труд учителя – его подлинное призвание. Сейфуллах Шахмарданов, лауреат премии «Лезгинская звезда». Для вручения денежной премии приглашается предприниматель Надир Карабеков. Ежегодной премией общественного признания награждается Шахмарданов Сейфуллах Абдулазизович, учитель родного языка и литературы средней общеобразовательной школы села Цинит Хивского района, за многолетнюю работу по обучению подрастающих поколений родному языку и литературе, воспитание молодежи в духе любви к родной земле и культуре. Ваши аплодисменты поприветствуем еще раз. Наш предприниматель. Ассаламу алейкум, дорогие участники юбилейного вечера. Первым долгом я хотел бы сказать огромное спасибо за то, что меня признали и пригласили на юбилейный вечер, посвященный 25-летию ФЛНК. Пользуясь случаем, я хочу поздравить вас всех с этим юбилеем. Это не только праздник ФЛНК, это праздник всех лезгин, лезгинского народа, живущих как на исторической родине Дагестана и Азербайджана, так и за ее пределами. В этот значимый для всего народа праздничный день я хотел бы поблагодарить, поздравить коллектив ФЛНК с этим юбилеем и пожелать им крепкого здоровья, реализации поставленных целей. Пусть в вашей команде царит дух созидания, стремление
достичь новых вершин. Спасибо всем. Еще раз с праздником. Спасибо. Я думаю, сегодня быть учителем – это непростое дело. Но мы делаем все, чтобы сохранить свой родной язык и свою культуру. Сара, Мубарак Райкез. Мы продолжаем нашу программу. Приглашаем на сцену обладательницу почетной премии «Звезда-2022» за песню «Ергунат». Саундтрек к фильму Садагет Керимовой «Каирах» Эльвину Гейдарову. Встречаем!
объявить вам о танцевальном номере, который впервые будет представлен публике именно на нашем вечере. К нам в гости приехали артисты легендарного государственного академического ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». Встречаем! Легендарный государственный академический ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Парный танец. Государственный лезгинский музыкально-драматический театр имени Сулеймана Стальского. Старейший национальный театр Дагестана, появившийся в 1905 году. Лезгинский театр возник из небольшого драм-кружка, созданного энтузиастами, рабочими из села Ахты, которые трудились на нефтепромыслах в Баку. Основателем театра стал Идрис Шамхалов, первый дагестанский драматург, актер и режиссер.
В истории Лезгинского театра, как в зеркале, отразился путь развития всей национальной культуры. В 1920 году формируется Ахтынский советский театр. В дальнейшем он получает статус государственного, а в 1938 году ему присваивают имя народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского. В 1949 году театр переводится в Дербент. С тех пор именно здесь, в самом древнем и южном городе России, Лезгинский театр продолжает свое развитие. В наши дни на сцене блистают Абдуллах Габибов, Ибрамхалил Рамазанов, Фаризат Зейналова, Казбек Думаев и многие другие яркие самобытные артисты. Лезгинский театр под руководством Динары Эминовой продолжает славные традиции выдающихся предшественников, исполняя великую миссию по сохранению, развитию и популяризации национальной культуры и родного языка. Коллектив Лезгинского театра имени Сулеймана Стальского – лауреат премии «Лезгинская звезда». Для вручения денежной премии приглашается общественный деятель Нариман Тагиров. Для награждения приглашается Динара Эминова, директор Государственного лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского, за выдающийся вклад в развитие национального театрального искусства, популяризацию родного языка и культуры. Поддержим аплодисментами! Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Спасибо. Это невероятно приятно. Искренние слова благодарности за такую премию. Нашему театру это очень пригодится. Нашим костюмам, декорациям, нашим артистам. В свою очередь, от всего коллектива Лезгинского музыкально-драматического театра имени Сулеймана Стальского и от себя лично хочу поздравить весь славный коллектив нашей Лезгинской национальной культурной автономии с юбилеем во главе с Василом Абдулбековичем. С первых дней своего функционирования, своего существования эта организация имела такие цели, как консолидация лезгинских диаспор как в России, так и за рубежом для поддержания и укрепления этнической идентичности, сохранения и развития родного языка, национальной культуры, образования на родном языке, а также защита национально-культурных интересов лезгин. Наш же театр имеет практически такие же цели и задачи, поэтому мы идем всегда бок о бок и поддерживаем друг друга. Васиф Абдулбекович, көз маднейке агал нархурай. Көз веридаз хюрметлу вахар вастхаяр. Аллах тичандин сагвал, рикин шадвал гурай. Кё харса донг оля бахт берекат хурай. Чудиня ислях хурай хамиша. Саграй кюм вери. Сара Динаровах. И сегодня последний ролик. Пожалуйста, внимание на экран. Дедушка мне всегда говорил, гордись тем, что ты лезгинка. Лезгинки одни из самых красивых людей мира. Это тоже дедушка говорил? Или Да. это мировая статистика? Это все знают. Все знают. Сколько тебе лет, Алиса? Мне 5. А с 2 лет я начала готовить. А что больше всего тебе нравится готовить? Мне больше всего нравится делать афарар, ведь я очень люблю это блюдо. Это такая лепешка с зеленью. Вот делаем лавашек, туда зелень. Если хотите, можно еще добавить творог. Потом мы жарим это с 2 сторон. И когда уже можно кушать, мажем маслицем и потом кушаем. Вот вы думаете, почему лезгины так долго живут? Это потому Я что они постоянно едят... об этом думаю. И вот вопрос отвечен, потому что они едят много афарар, а вы все знаете, что зелень очень полезная. Аплодисменты этой малышке. После таких слов уже проголодались. Для вручения денежной премии приглашается советник руководителя Российского торгового дома в Турции Алаудин Ярахмедов. Ежегодной премией общественного признания награждается семья Кулиевых, город Екатеринбург,
за самое яркое и запоминающееся представление лезгинской народной кухни. Встречаем! Давайте еще раз поаплодируем нашей маленькой принцессе, маленькой лезгинке за то, что так красиво описала нашу кухню. Семья Кулиевых, город Екатеринбург. Маленькая звезда. Ваши аплодисменты. Чан Жуанбур и Бицирушаз. Аллах вас бахтар гурай Аллах. Чуй золотого обрвирви мехарих педу. Так, к залу. Большая честь с высокой сцены Большого зала Российской Академии Наук признаваться в любви лезгинскому народу. Дорогие земляки, многоуважаемые друзья, патриоты с большой буквы, искренне переживающие за судьбу родного народа, языка, прежде всего позвольте от всей души поздравить вместе с этой красавицей ФЛНК с 25-летним юбилеем за многолетний труд, а главное результаты лично Ариф Пашаевича Керимова. Судьба так сложилась, что сегодня мы снова вместе. Мы это лезгины всего мира, во многом благодаря этому красивому мероприятию и его организаторам. За то, что пришли, нашли время, поддержали. Всем участникам, гостям большое спасибо и отдельно за приглашение президенту ФЛНК в лице уважаемого Васифа Абдулбековича Гасанова. Сегодня на наших глазах складывается такое впечатление, зарождается славная традиция консолидации усилий международного формата во благо развития и единения древнего лезгинского народа. Сегодня все буквально до мурашек по телу. Спасибо за внимание, Сара Лезгия. Сахой. Да? Спасибо, что пригласили. Мне очень приятно. А это все я хочу посвятить своему любимому дедушке Якубу, который всегда поддерживал лезгинскую культуру. Мы с ним всегда слушали лезгинские песни, танцевали под лезгинку. А мы, лезгины, пусть всегда будем протягивать руку помощи, никогда не бросать друга в беде, всегда помогать. И еще Сагры Лезгияр! Сара, Аллах бахтар гурай Аллах. Сахой. Ну что ж, мы продолжаем. alaydı Zihayı için şahta kakan Ziferinçik alaydı Zihayı için dede vatan Yavun zirik alaydı Zihayı için şahta kakan Ziferinçik alaydı Çi bu bayrin, çi baderin gelamay Şare keriz, inci keriz ilifin Kandar ikiz, salif kanata baray Hayiçli, iyer biliz kiligin
çal zazviridlaymasın ya Urbattilay hayiciler ömür avun san ya Zihayı el, zihayı çal zazviridlaymasın ya Çi bu bayrin, çi baderin gelamay Şarekeriz, inçikeriz ilifin Kandarikiz, salif kanata baray Haycili, iyerdiliz kiligin Bayrin, çi baderin gelamay Şarekeriz, inçikeriz ilifin Kandarikiz, salif kanata baray Hayçili, iyerdiliz kiligin Çi bu bayrin, çi baderin gelamay Şarekeriz, inçikeriz ilifin Kandarikiz, salif kanata baray Haycili, iyerdiliz kiligin Yes, sir. Вот и все вместе. Мы сохраним заветы наших предков Хранить, оберегать родной Кавказ В ущельях гор и на равнинах Эхо свобод суровый час И честь для нас не просто слово Пусть не окутает позор Там на врага снова и снова И жить судьбе наперекор Я сын лезгинского народа Горжусь тобой, моя земля И пусть в сердцах наших сияет Родной любимый Легия И пусть в сердцах наших сияет Родной любимый Легия Где ваше настроение? Будь достоин сын Кавказа И храбрым, как Хаджи Давуд О горце этом знает каждый О нем легендами слывут Будь справедлив и щедрым с ближним Каким был брат Киры-Буба Пройдя путем тяжелой жизни Он свою честь не запятнал Я сын лезгинского народа Горжусь тобой, моя земля И пусть в сердцах наших сияет Родной любимый Легия И пусть в сердцах наших сияет Родной любимый Легия Ай, машалла. Yes, sir. Аплодисменты нашим летом маленьким. Сара.
своим словам. Я сын лезгинского народа, горжусь тобой, моя земля. И пусть в сердцах наших сияет родной любимый Легияр. И пусть в сердцах наших сияет родной любимый Легияр. Красавчики, Саракю. Сахой. Сара Лизгия. Рейсан Магомед Киримов, Сарастар. И вновь на этой сцене заслуженный артист Дагестана, многократный лауреат и победитель государственных и международных конкурсов, обладатель гран-при международного конкурса «Золотой голос России», победитель шоу «Голос» Селим Алахьяров. Встречаем! Я вижу каждый раз во сне родные горы, путь домой, орлов, парящих в вышине, лезгинских гор, храня покой. Я слышу твой призывный глаз, я о тебе, мой край, грущу. Стать камнем, как наступит час, я на земле, родной, хочу. Abadani Sirikaba Lezgistan'da Sekinci daç sunsanani İkizhayı vatan kanda Akşabuzda kasmi yaran Samurşak'ta su var yara. İkon Kansas baha yazma Gökçi gelya isar izvar. Akayici uzun yatsige Bezvazazmin eberdin var Saskon yakun lesviçelev Fakta tayla sagay sakva Akşabuzda kasmi yara Samurşak'ta su var yara. İkvan Kansas baha yazma Gökçi gelya isar izvar. Çavuz sazak vazma dağlarke Öküşkana biri çavuz Lugu sabay kuşmuleke Akşabuzda kaspi yara Samurşak'ta su var yara.
Zamurşakla su var yara И показы yazma gökçeler ya İsa izva gökçeler ya İsa izva Селим Алахяров. Спасибо, Спасибо, Селим. спасибо, дорогие друзья. А на сцене Московский хореографический ансамбль народного танца «Адат». Художественный руководитель Тагир Исламов. Встречаем! Московский хореографический ансамбль народного танца «Адат». Художественный руководитель Тагир Исламов. Дорогие гости, для вас споет человек, который помимо высокого профессионализма и развития в классическом музыкальном направлении уже много лет посвящает себя развитию национальной лезгинской культуры. Заслуженная артистка Дагестана Алия. Ваши аплодисменты.
Спасибо большое. Все большое начинается с маленького. Дом с кирпичика, море с капельки, дерево с зернышка. Великолепие лезгинского ковра начинается с маленьких узелков, каждый из которых пронизан нитью связанных судеб. Лезгинский ковер хранит в себе бытие народа, все самое доброе и дорогое. В этих нитях и прядях переплетаются прошлое, настоящее и будущее. Каждый узелок в ковре значим и ценен. Он может лечь неровно, может быть не безупречен в своей форме, но он всегда находится в правильном месте, в одном ряду с другими узелками. В этой ровной поверхности кроется сила и красота. Как каждый узелок ковра имеет значение, так и каждый человек играет важную роль в нашей истории. Он может быть несовершенен, со своими пороками и недостатками, но без него жизнь станет неполной. Ведь если не будет хотя бы одного узелка, в этом месте сначала образуется дыра, а потом ковер распустится вовсе. Давайте будем сохранять каждый узелок в ковре, будь то люди, наш духовный рост, наше стремление к целям. Позвольте каждому из них проявиться в полной мере, чтобы вместе мы создали невероятно красивое и прочное полотно. Наш ковер жизни. Дорогие наши гости, Чан Жвампур, самые стойкие, которые остались сегодня с нами до конца. Мы от лица всей нашей команды выражаем вам огромную благодарность за то, что вы разделили этот праздник с нами. Также огромное спасибо нашим прекрасным артистам и талантливой команде организаторов. Это Гусейн Шахбазов, Азрет Билкасумов, Сурья Физулаевна, автор идеи и режиссер Кристина Абукулова. Этот прекрасный вечер для вас вели несравненный Владик Батманов и Диана Юзбекова. Кахуй дахчанди сагол, рики шот бол хурай. Кой хамиша ки ха ихти қисам мяре кадр хурай алла. Сара лизгияр, саламат хурай ки алла. Чосул. Сахра лизгияр. Сахой.